галереи мы особо рады видеть родных, друзей, коллег и близких Юрия Николаевича, которые собрались здесь, чтобы разделить с ним яркие эмоции праздника, выразить свою признательность и благодарность виновнику торжества. Я объявляю импровизированный открытый микрофон. Если кто-то хочет поздравить Юрия Николаевича, проходите, не стесняйтесь. Мы уже их видим. Первый подошел. Мы хотим просто поздравить Юрия Николаевича. Во-первых, помимо того, что он замечательный художник, он еще и наш с Юрием Высоцким учитель. И во многом благодаря его содействию я все-таки как-то поступил в училище искусства. Вот, никогда я об этом не забываю. Вот, поэтому мы искренне поздравляем и очень рады, что происходит эта выставка, очень замечательная, большая, красивая. Сразу видно, что человек очень трудолюбивый, очень много работает. И за это мы его всегда уважали, уважаем и будем уважать. Так что... Я просто знаю, что Юрий Николаевич любит орхидеи, это его любимые цветы. У него не растут так пышные, он за ними ухаживает, как за щитами. От нас. А так вообще, коротенько, два слова. Действительно, Юрий Николаевич принял когда-то очень такое мудрое решение, когда он принимал наш курс. Когда принял всех мальчиков и одну девочку на курс. Некий такой укор, потому что принимали все время девочки, а не одного мальчика. И вот как бы, ну, у меня есть еще подозрение, что он меня принял из-за того, что у меня тезки. И он Юрий Николаевич, я Юрий Николаевич. И вот у меня был действительно единственный шанс поступить. Тереховский, Лисовский, так что... И сказать, что ну, я очень благодарен. Мы просто соседи по мастерству были, много разговаривали, много мудрых слов я услышал от этого учителя настоящего. Ну, искренний, честный человек и влюбленный в север, влюбленный в группу людей. Все время улыбается с хорошим настроением. Это очень важно, потому что ну, это характеризует человека настоящего художника, который не ходит мрачный и на что-то обиженный на эту жизнь, а делает эту жизнь интересной, украшает ее, делает ее немножко светлее на этой земле. Три Юрия Николаевича. Мы втроем. Это исторический снимок, товарищи. Три Юрия Николаевича. Один Филипповский, Сахаров и Лисовский. Вот, и очень важно, что они оба глубочайшие мыслители и такие глубокие образы здесь представляют. Всех поздравляю с таким великим событием, вот его 75-летием, а тебе сколько? А мне 85, короче. Вот, всем доброго здоровья. Больная весна, дай всегда, наше светлое будущее мы на пороге. Я вижу, Степан Павлович тоже хочет поздравить. Я продолжу тему учеников. Юрий Николаевич действительно уникальный человек, и колледж искусств его помнит, вспоминает, и самое главное, что он учит своими работами существующих студентов. Его выпускники, его ученики являются векторами развития нынешних студентов. Поэтому то дело, которое вы начали в колледже, оно продолжается, оно множится. Ученики и в педагогике, и в искусстве, их огромное количество. И вот сегодня от нынешних учеников я вам дарю памятный значок отделения нынешнего дизайна. От наших студентов. Слово предоставляется куратору выставки, главному хранителю музейных предметов Антонине Романовне Мишко. Я всех вас рада приветствовать и
от себя поздравляю Юрия Николаевича и всех вас с открытием этой выставки. Когда она задумывалась, вот как-то так сложились обстоятельства, что отодвигалась дата, отодвигалось время. И так сложилось, что именно сейчас, в этот день и час, все это состоялось. И нужно сказать, что буквально за несколько часов до этого еще вводились какие-то работы. И масштаб выставки, и то, как она сейчас выглядит, это во многом заслуга Юрия Николаевича. И я хочу сказать, что очень приятно было работать. И вот в плане наставничества вы очень много показали, не только особенную манеру, особенное отношение к искусству. Это ретроспектива вообще современного искусства. Я говорю, что часто, когда художник наш современник, когда он с нами живет в одном городе, нам тяжело увидеть его масштаб его личности, масштаб его искусства. И я надеюсь, что нам удалось хоть чуть-чуть показать это. Здесь представлены и ранние работы Юрия Николаевича, и современные работы, и созданы на разные темы, в разное время. И, безусловно, я надеюсь, что каждый из вас будет рассматривать, всматриваться в детали и пытаться понять, почувствовать это искусство, проникнуться мировоззрением Юрия Николаевича и обогатиться. Это очень важно. Конечно, говорить об искусстве очень неблагодарное дело. Искусство нужно смотреть. Поэтому я вас призываю посмотреть выставку. Но еще, поскольку этот день еще и очень важная дата, и день рождения. А в день рождения принято дарить подарки. Вот я не нашла ничего лучше, чем подарить вам пустой холст. И я желаю вам, чтобы этот холст заполнился, как и многие другие холсты, и чтобы было так много холстов, как только пожелаете. Это на радость нам, на радость зрителям. И с днем рождения вас.